У администрации главы государства нового посла России в Абхазии встретил руководитель администрации президента Беслан Барцыц. Указ о назначении Алексея Двинянина послом России в Абхазии подписал президент России Владимир Путин 30 марта. Алексей Двинянин сменил на этом посту Семена Григорьева, руководившего посольством с 2008 года. Звучание государственных гимнов двух дружественных стран ознаменовало начало торжественной церемонии вручения верительных грамот президенту Абхазии. Рауль Хаджимба сердечно поприветствовал нового посла России в Абхазии, поздравив его с вступлением в должность. Динамику российско-абхазских отношений можно с уверенностью отнести к разряду показательных, отметил президент. И достигнутый уровень партнерства между странами подтверждает высокие стандарты взаимопонимания и позитивный настрой на дальнейшее сотрудничество, подчеркнул глава государства. В этом году Абхазия будет отмечать 10 лет со дня исторического решения, принятого руководством России в августе 2008 года. Решение, которое явилось водоразделом новейшей истории не только Абхазии и Южной Осетии, но и российского государства. За годы, последовавшие после признания независимости нашей республики, Абхазия доказала, что является надежным и ответственным партнером для международного сообщества и последовательно в своих действиях, направленных на поддержание мира и стабильности в регионе. Абхазия намерена и впредь действовать продуманно и ответственно, демонстрируя необходимость всестороннего наращивания абхазо-российского стратегического партнерства. Динамику российско-абхазских отношений можно с уверенностью отнести к разряду показательных. За 10 лет был создан мощный правовой фундамент двустороннего сотрудничества, включая договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Достигнутый нами уровень партнерства подтверждает высокие стандарты взаимопонимания и позитивный настрой на дальнейшее тесное сотрудничество и углубленное развитие союзнических отношений. Сегодня твердо можно сказать, что российско-абхазские межгосударственные связи приобретают особое значение, играя весомую роль в укреплении доверия, стабильности и безопасности в контексте развития ситуации в Закавказье. Прошедшие годы обозначили непростой путь становления и для Российской Федерации. Тем не менее, Россия сумела подтвердить статус сильной и независимой страны, сохранить многовековые устои государственности. В Абхазии высоко ценят союзнические отношения с Российской Федерацией и придают большое значение всестороннему углублению абхазо-российских взаимоотношений. Нас объединяет не только дружба и взаимопонимание. У нас с вами одно героическое прошлое, неразрывно связанное с ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию наших государств. Убежден, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять стратегическое партнерство в интересах народов наших стран. Уважаемый Алексей Аркадьевич, вы приступаете к уже известной вам дипломатической работе в новом качестве. Во многом именно от вас будет зависеть решение многих задач, стоящих перед нашими странами на совместной повестке дня. Уважаемый Алексей Аркадьевич, благополучия вам, конструктивной работы и удачи в исполнении вашей высокой и ответственной миссии. И добро пожаловать в Абхазию. Алексей Двинянин отметил, что для него большая честь быть назначенным послом в нашей стране. Он заверил, что приложит максимальные усилия для осуществления поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по дальнейшему расширению и углублению союзнических отношений между Россией и Абхазией в различных сферах. Для меня большая честь быть назначенным послом Российской Федерации в Республике Абхазия, стране, которую я посвятил без малого уже 13 лет, занимаясь вопросами сначала урегулирования абхазско-грузинского конфликта, а с 26 августа 2008 года, после признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации, уже всемерно содействуя развитию вашей республики как современного, демократического, процветающего государства. Президент Российской Федерации, назначая меня на этот пост по рекомендации министра иностранных дел Российской Федерации, поручил продолжить ту линию, которая основывается, как отметил уважаемый Рауль Джункович, на наших незыблемых, основополагающих двусторонних договорах
я имею в виду договор 2008 года о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а также недавний договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Уверен, что союзнические отношения, дружбы, взаимопомощи и повышение благосостояния между нашими государствами и народами будут продолжены по восходящей линии. Хочу заверить вас, уважаемый господин президент, в том, что я приложу все усилия для продолжения и всемирного расширения этого курса, данного мне президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Безусловно, в своей дальнейшей деятельности я рассчитываю на всестороннее сотрудничество, взаимопомощь и содействие с абхазской стороны. Благодарю вас и табук. После официальной церемонии президент Рауль Хаджимба и чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Даур Ковы. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.